После поражения в Сталинградской битве капитулировали армии 24 немецких генералов, в том числе фельдмаршала Паулюса. 200 дней неимоверных усилий советской армии потребовалось на то, чтобы расстроить планы фашистов. Целью немецкого наступления было захватить большую излучину Дона, Волгодонского перешейка и Сталинграда. Осуществление этого плана блокировало бы транспортные сообщения между центральными районами СССР и Кавказом. Создало бы плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. Одновременно с этой битвой шла битва за Малгобекскую нефть. И поэтому сражения, которые происходили на нашей земле, и сражения за Сталинград, они очень сильно взаимосвязаны. От исхода битвы за Малгобек во многом зависел исход битвы за Сталинград. Потому что если бы немцам, у которых главным образом на Кавказе стояла задача захвата нефтепромыслов, нефтедобычи, могли бы захватить эту нефть, то они смогли бы снаряжать свои самолеты и танки. Ныне Сталинград – это город воинской славы Волгоград. Здесь, на Мамаевом кургане, открыт музей-заповедник, посвященный той битве. На его территории увековечены имена более 17 тысяч защитников Сталинграда, а в 2013 году торжественно открылись 7 памятных плит, где вписаны более 80 имен ингушей, защитников города. Когда вы зайдете в зал воинской славы на Мамаевом кургане, почитайте фамилии, вы увидите, какая это была страна и какие там были фамилии, да? Это не только Ивановы и Петровы, там все есть. И Мусаевы, и Дудурговы, да всех хватает. Из-за того, что Сталинград был в судьбе, в том числе и ингушей, ребят с Ингушетии, это, видя, какие они такие духовитые, сильные, бесстрашные, разбрасывали и по разведротам, по самым таким острым участкам. И они уходили с достоинством на смерть, понимая, что сколько детей останутся расти без них. Этот список возглавляет весьма необычное имя для ингуша – Епонс Абадиев. 80-го года удостоверение. Вот я его запомнил именно таким. То есть это, вот это уже человек, который прошедший всю войну, получивший тяжелые ранения. На самом деле очень тяжелый, потому что у него кончика носа у него не было, потому что отсекло ему осколком. Осколочные от бомб у него осколки в голове были, у сердца был осколок, то есть ожоги по всему телу. Буквально одевался с болью, настолько вот у него тяжелые эти были. В марте 42-го Епонс Абадиев становится командиром вновь сформированного 255-го отдельного чечено-ингушского кавалерийского полка. А с июля 42-го участвует в боях по отражению наступления в направлении Кавказа, Сталинграда и в тяжелых боях между речи Дона и Волги. Командует 278-м полком Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Самый тяжелый бой произошел в станице Константиновской, рассказывал ветеран своим внукам. На поле боя остались лежать больше половины дивизии. И сам он чудом выжил. Возникла ситуация, когда командование дивизии ударом, авианалетом было практически уничтожено. Поступил приказ именно от офицеров, которые остались в командовании, отступать. И сообщение прошло, что командование уничтожено. И вот Епонс, он не поверил такому сообщению, он решил, что это диверсанты немецкие вклинились вот в эту связь проводную и посылают дезинформацию о том, что командование уничтожено. И решил не отступать и начал наступление на танковый немецкий танковый корпус. То есть это кавалеристы на лошадях, они бросились на именно танки. Епонс Абадиев во время и после войны сменил не одно военное подразделение и дивизии. Он умел руководить даже самыми неопытными солдатами. Внуки Абадиева считают, что он сумеет отразить врага даже с армией, в котором солдатами были простые землекопы. В семье такой очень строгий, очень дисциплинированный, все вокруг у него всегда по плану, всегда по его распоряжению, только там в доме что-то происходило. Но вот как бы чем старше я становлюсь, тем больше я вот понимаю, насколько все это ценно. Потому что
мне кажется, вот именно человек, который, он же командовал полком, человек, от которого зависят жизни и судьбы людей на фронте, да, именно так же было, обязательно должен как бы четко владеть ситуацией, мысли у него должны быть упорядоченные. На сегодняшний день известно более 200 имен ингушей-защитников Сталинграда. Все материалы о них хранятся в Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова. Музей продолжает работу по выявлению неизвестных имен участников войны, в том числе и Сталинградской битвы. Чаще всего это происходит благодаря материалам, предоставляемых родственниками. Мужественно сражалось огромное количество наших земляков. Среди них были очень именитые люди и малоизвестные люди. Суланбек Омаханович, участник Великой Отечественной войны, сражавшийся за Сталинград. Он прошел все эти битвы, был ранен. После этого он прошел эту Сталинградскую битву, был там ранен, но остался жив, вернулся на фронт. И уже при освобождении Смоленска, к сожалению, он погиб. Таких людей у нас много. На сегодняшний день память об ингушах-защитниках Сталинграда увековечена не только на Мамаевом кургане. В Дзержинском районе Волгограда 2 улицы названы в честь японца Абадиева и Джабраила Картоева. И Картоева Джабраила, и японца Абадиева могут и должны служить примером для подрастающего поколения. Вот благодаря нашему руководству и особенно проживающему там нашему земляку Герихану Миржоеву это стало возможным, и это очень, можно сказать, знаковое событие. Джабраил Картоев ушел на фронт в 1941 году. Разведчиком воевал при освобождении Прибалтики и форсировании озера Сиваш у Перекопского перешейка. После внезапного нападения обезоружили, там в плен взяли 240 человек. Уже дальше с большим азартом, может быть, они продвигались. Были захвачены большое количество документов, секретных документов, схвачены боевые генералы немецкие. Также отрядом Картоева был отбит продовольственный обоз, который насчитывал более 3000 голов крупнорогатого скота. Победа в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года стала переломной в войне. Военным значением победы стало снятие угрозы захвата вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа, а политическим – отрезвление союзников Германии и понимание ими того факта, что выиграть эту войну им не удастся. Светлана Томова, Залина Магушкова. Новости 24.